Основа Кыргызстана, фундамент, защищающий нацию и народ – это Конституция. Главный закон страны, который защищает человеческое достоинство и основные принципы демократического государства – это Конституция. Мы защищаем конституционный строй и гарантируем основные права для людей. Мы обеспечиваем равенство всех перед законом и прислушиваемся к голосам слабых. Права и свободы человека являются высшей ценностью. Кыргызская республика уважает и обеспечивает всем лицам, находящимся в пределах ее территории и под ее юрисдикцией, права и свободы человека. Наша организация, Общественный фонд Институт Медиаполиса, занимается защитой прав журналистов. Поэтому нас не мог не беспокоить тот факт, когда в прошлом году парламентом страны был принят закон о заведомо ложном сообщении, который предусматривал уголовное наказание для журналистов за распространение сведений. Учитывая то, что, согласно нашей Конституции, налагается запрет на уголовное преследование за слово, мы считали, что в этой части данный закон противоречит Конституции. Принятие закона повлекло за собой многочисленные споры о том, конституционная или неконституционная статья, может ли она применяться в отношении журналистов. И когда Конституционная палата приняла решение, она поставила точку в спорах в юридическом сообществе. Конституционная палата при своем решении сказала о том, что состав преступления не может относиться к журналистам, поскольку недействительность сообщения в СМИ не образует преступление, предусмотренное статьей 329 о заведомо ложном сообщении. Каждый имеет право на свободу выражения своего мнения, свободу слова и печати. Никто не может быть подвергнут уголовному преследованию за распространение информации, порочащей и унижающей честь и достоинство личности. 14 декабря 1990 года Кыргызстан, одной из первых стран СНГ, образовал высший судебный орган по конституционному контролю – Конституционный суд тогда еще Киргизской ССР. Отсчет истории конституционного правосудия в Кыргызстане начинается с этого дня. В 1993 году принята первая конституция независимого Кыргызстана. 2010 год. Состоялся референдум, на котором была принята новая редакция Конституции, где конституционный контроль был возложен на Конституционную палату Верховного суда Кыргызской республики, являющейся самостоятельным высшим судебным органом. А в 2013 был избран новый состав Конституционной палаты Кыргызской республики. За 2 года работы Конституционной палатой рассмотрено 248 обращений, отказано в принятии 136 обращениям и принято 49 решений. Привлечение к уголовной ответственности за оскорбление человека признано неконституционным. Теперь за это нельзя привлекать к уголовной ответственности. Депутатские группы вне фракций признаны неконституционными. Обыск и выемка признаны неконституционными и могут производиться только по санкции суда. В настоящее время палата осуществляет конституционную юриспруденцию гораздо активнее, чем когда-либо в нашей истории. Она создает новую традицию конституционализма. Конституционная палата проводит целенаправленную работу по защите основных прав людей, гарантированных Конституцией, включая право на равенство перед законом, право на свободу выражения мнения, право на достойную жизнь. Она стремится осуществлять свою миссию в интересах народа. Мы идем вперед, придерживаясь бескомпромиссных принципов на пути гарантии человеческого достоинства и ценности. Именно такая Конституционная палата нужна народу Кыргызстана. Летом 2013 года Джугурук-Кенеш Кыргызской республики принял закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, согласно которому лицам, прошедшим альтернативную службу по состоянию здоровья, было запрещено участвовать в конкурсе на поступление на работу в органы прокуратуры. Я обычный гражданин, прошедший альтернативную службу по состоянию здоровья, как и многие другие граждане. Я посчитал, что данный закон умалял мои права. В этой связи я обратился в Конституционную палату, которая вынесла решение отправить данный закон на доработку в Джугурук-Кенеш. А мне и многим другим гражданам открыла возможность на участие наравне со всеми в конкурсе на поступление на работу в органы прокуратуры. В Кыргызской республике не должны приниматься законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.
Признано, что на судей Кыргызской республики не могут возбуждаться уголовные дела прокурорами областей и города Бишкек. В силу их высокого статуса и обеспечения независимости судебной системы дела на них возбуждаются только генеральным прокурором. Решением палаты признано, что парламент не должен вмешиваться в деятельность правительства по вопросам текущего исполнения бюджета, поскольку это является прерогативой исполнительной ветви власти. Конституционная палата осуществляет важные государственные функции, признает неконституционными законы и иные правовые акты, противоречащие Конституции, дает заключение о конституционности не вступивших в силу для Кыргызстана международных договоров, дает заключение к проекту закона об изменениях в Конституцию Кыргызской Республики. В соответствии с Конституцией Кыргызской Республики все равны перед законом, и ограничение прав граждан разрешено только в случаях, предусмотренных законом. В частности, в соответствии с Кодексом об административной ответственности Кыргызской Республики предусматривается норма, запрещающая всем лицам нанесение тонирующего покрытия на передние и боковые стекла. Однако данная норма не распространяется на перечень лиц, утверждаемых правительством. В итоге правительство дало себе волю, и этот перечень был необоснованно увеличен. В итоге чуть ли не каждый 10-й мог позволить себе кататься на таких машинах. Именно этот факт и послужил поводом для моего обращения в Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики. Судебное разбирательство было достаточно сложным, участников разбирательства было очень много. Практически с каждого государственного органа указанного в данном перечне было по одному представителю. Однако, по-моему, Конституционная палата вынесла вполне справедливое решение о пересмотре данного перечня ввиду его необоснованного расширения. В отличие от обычных судов, решения Конституционной палаты влияют не только на непосредственных участников процесса, но и имеют значение для всего общества. Сегодня Конституционная палата стремится снискать доверие народа и внести вклад в укрепление верховенства права. Конституционное правосудие в новой истории – одно из реальных демократических приобретений. Конституция – это не только основной закон, но и дух свободы. 11 судей Конституционной палаты принимают решения независимо, подчиняются только Конституции и законам. Запрещается всякое вмешательство в ее деятельность по осуществлению правосудия. Аппарат суда также преданно исполняет свои обязанности. Конституционная палата стремится быть ближе к народу. Наши двери всегда открыты для людей. Любой гражданин может подать обращение по защите своих конституционных прав и свобод. Сотрудники Конституционной палаты помогают обращающимся, особенно малоимущим гражданам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в подготовке документов, предоставляют бесплатные консультации. При выполнении своих функций палата использует современные технические методы рассмотрения дел, которые гарантируют прозрачность и полноту информации для всех участников процесса. Палата располагает обширной конституционной библиотекой. Ее решения размещаются на сайте. Кыргызская конституционная палата является неотъемлемой частью международного конституционного правосудия. Она успешно продолжает опыт мировых конституционных судов, начало которым было положено в Австрии сразу после Первой мировой войны. Конституционный суд Австрии был создан в 1920 году как один из гарантов республиканского строя, конституционной законности и прав граждан. Конституция – это правовая основа любого государства. Конституционные суды и палаты являются хранителями Конституции и ценностей государства. Кыргызская республика является полноправным членом Венецианской комиссии Совета Европы, организации, которая является старейшей в Европе. Кыргызстан взял на себя обязательство уважать наши общие ценности. Конституционная палата Кыргызской республики является частью Всемирной конференции по конституционному правосудию, созданной Венецианской комиссией. Я желаю Конституционной палате мужества и успехов в исполнении ее важной задачи – защиты демократии, прав человека и верховенства права в Кыргызской республике. Конституционная палата, как дитя свободы, может полноценно состояться только при условии деполитизации, независимости, поддержки общества и профессионализма ее судей и сотрудников, которые выносят свои решения самостоятельно на основе права и Конституции, независимо от интересов и политической целесообразности.